Друзья, Россия готовит широкомасштабную провокацию против кавказцев и евреев. Давайте об этом я вам подробно расскажу. Масштабная провокация России против кавказцев и евреев. Признаки и предпосылки. 7 октября 2023 года, когда террористическая группировка Хамас совершила нападение на Израиль, унесшие жизни более 1200 человек, и спровоцировавшая войну в секторе Газа, ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться крайне напряженной. За 1,5 года конфликта, унесшего десятки тысяч жизней, антиизраильские настроения в мире значительно усилились. Как человек, внимательно следящий за развитием событий еще до 7 октября 2023 года, замечал тревожные сигналы. Активность прокремлевских блогеров, провокаторов, комментаторов в сети, которые готовили почву для крупных исламистских акций, о чем неоднократно предупреждал в своих стримах. Сегодня все больше убеждаемся, что Россия готовит новую масштабную провокацию против мусульман Кавказа и евреев по всему миру, подпитываемая антисемитской пропагандой и управляемая Кремлем. С началом войны в Газе пророссийские блогеры и комментаторы заметно усилили антиизраильскую риторику. Они активно используют кадры разрушений погибших детей, женщин, беженцев и разрушенные дома, чтобы представить Израиль главным виновником трагедии. Эта пропаганда оказывает не только эмоциональное воздействие на аудиторию, особенно на молодежь, но и сознательно искажает контекст конфликта, замалчивая роль Хамас и России, развязавших эту войну. Особенно явными стали массированные атаки троллей на любые проявления поддержки Израиля. Так, например, во время своих стримов я вывешиваю израильский флаг, символ солидарности с народом, подвергшимся угрозам со стороны России и ее арабских союзников. Реакция была показательной. Российские тролли обрушились на меня с оскорблениями и требованиями убрать флаг. Но это только часть более масштабного процесса. В последние месяцы мы видим, как антиизраильская пропаганда становится частью более глубокой стратегии, направленной на разжигание межнациональной розни внутри России, на Кавказе и в мире в целом. Например, 20 февраля 2025 года в Германии был задержан россиянин, подозреваемый в подготовке нападения на израильское посольство в Берлине. Этот случай не является единичным. И хотя связь российских спецслужб с задержанным пока не доказана напрямую, ряд фактов указывает на их причастность. Россия давно поддерживает Хамас на политическом уровне, о чем сам Хамас не раз заявлял, да и Россия это не скрывает. В 2023 году представители группировки выражали благодарность России за поддержку их действий против Израиля. Есть все основания полагать, что российские военнослужащие участвовали в атаке на Израиль 7 октября. Это подтверждает, что Россия не только поддерживает Хамас, но и активно участвует в действиях, направленных против Израиля, что соответствует ее геополитической стратегии противостояния Западу и ее союзникам, включая, конечно же, Израиль. Это противоречит недавнему заявлению Израиля, который лоббирует сохранение российских военных баз в Сирии под предлогом сдерживания Турции. Пока это остается необъяснимым, но факт остается фактом, по информации от Deutsche Welle. Прокремлевские комментаторы открыто стали обвинять евреев как народ во всех бедах, что перекликается с классическими антисемитскими нарративами. А российские евреи стали в свою очередь винить всех мусульман. Особенно уязвимы к таким посланиям молодежь. Важно напомнить, что в последние месяцы на Кавказ начали прибывать палестинские беженцы, вероятно, родственники боевиков Хамас и других палестинских группировок. Россия, например, уже открыла поселок для поселенцев из Газы на Кавказе. И во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия трудоустроены десятки палестинцев, включая медицинских работников и чиновников.
Особое беспокойство вызывает ситуация в Дагестане, где в прошлом году произошли события, связанные с нападениями на синагогу якобы исламистами. Позже выяснилось, что это была инсценировка, организованная российскими спецслужбами. Исламисты, в кавычках, случайно погибшие в этом инциденте, оказались сыновьями высокопоставленного представителя «Единой России». Далее последовали еще несколько антисемитских инцидентов в Дагестане, связанных с поисками евреев в аэропорту и гостиницах, подогретые слухами о беженцах из Израиля, которые не могли быть осуществлены без санкций властей. Эти события являются частью более широкой стратегии, которая может привести к серьезным провокациям в Ауховском районе Дагестана. Территория, которая после возвращения чеченцев из депортации в 1957 году так и не была возвращена законным владельцам. Этот район, как и весь Кавказ, тотально контролируется ФСБ. Уже называют новым сектором Газа некоторые пророссийские паблики. Есть все основания полагать, что именно здесь может вспыхнуть новый очаг напряженности с угрозами в адрес евреев, поскольку в этом районе наблюдается активность российских провокаторов. Мы, правозащитная ассоциация Human Rights Center Ичкерия, обращаемся к кавказцам и евреям. Нас пытаются втянуть в провокацию. Российские спецслужбы видят в нас инструмент для своих целей, это очевидно. Мы должны быть бдительны и не позволить использовать нас в этих играх. Ситуация в Газе постепенно изменяется. Возвращение заложников и освобождение тысяч палестинцев – это шаг к долгожданному миру между евреями и арабами. Но Россия не заинтересована в мире. Ей нужен раздор, чтобы отвлечь внимание от Украины. Москва использует страдания обоих народов в своих целях. Мы должны помнить, что любая провокация против Израиля, разжигающая ненависть, не только наносит вред евреям, но и несет трагические последствия для арабов. Это выгодно лишь Москве, которая подогревает разногласия и создает условия для нового конфликта. В связи с этим мы обращаемся ко всем. Не поддавайтесь на провокации. Сейчас, когда идут переговоры и люди возвращаются домой, когда арестованные освобождаются, не дайте ФСБ сорвать этот процесс ради своих интересов. Мы должны противостоять их попыткам сеять ненависть, разжигать хаос и уничтожать людей, а также бороться с попытками России окончательного решения чеченского вопроса. Мы, Human Rights Center Ичкерия, призываем вас: ищите правду и не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, следите за пропагандой и выявляйте их ложь. Они боятся слов правды больше, чем пуль. Говорите правду. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, Германия, 2 марта 2025 года.